Немножко пострелял. Так, 3, 4, 5 и 6-я гильза в стволе. Патроны стандарт. Вот такой СК. Сейчас просто их таких уже патронов нету в продаже из-за санкций. Сейчас посмотрим, куда я попал. Ну вот она, куча мала. Короче, первая пуля вот сюда ушла. Потом скорректировал. Короче, вот сюда ушла, все равно ниже. Потом поднял, у меня 2 пули вот сюда. Предпоследняя уже в цель попал. Под яблочко прицеливался как-то, вот у меня. Вот она. Вот она как была. Наклейка вот так. Вот. Вот сюда прицеливался и попал вот в угол. Потом, сейчас последний выстрел у меня в середину была и чуть выше поднялась. Ну, в общем, это, если я сейчас еще раз один раз выстрелю, и думаю, тоже куда-то вот сюда попаду. Сейчас уже в сторону не идет. Еще один выстрел сделаю, и нормально будет. Так, не подготовлен, конечно, так себе упор. Самое главное, в банку попал. Патроны до звук, они тихие. И последняя пачка у меня, одна пачка осталась вот на эту осень, как бы на рябчиков. Со 100 метров даже и стрелять не стану, потому что я уверен, пуля будет куда хочет, туда и улетит. Ну, у меня ниже сейчас пошла. Такие дела, ребята. Ну, примерно все равно уже думаю, бесполезно там пулю в пулю не попасть там. Это уже моя ошибка, но факт, что в рябчика я попаду. Все. Больше не буду стрелять. Нормально. Это оптический прицел на 50 метров у меня пристрелян. Сейчас охотником еще, охотник 370. Пробую со 100 метров. Постреляю. И все, в принципе. Что там думать. Закончил чистку рыбы. Короче, поднялся сильнейший ветер. Прям штормит. Хорошо, что я успел пострелять. Сейчас не постреляешь, очень большой ветер. Вот, ну что, по рыбе там получилось у меня 15 штук. Здесь крупные все. Это я домой увезу, а здесь 6 штук еще пожарю. Вот. Ну и икра там окуня. Но самое вкусное у меня, ребят, в котелке. Сейчас покажу. Это картошка в мундире. Это по-настоящему, это по-деревенски. Думаю, каждый когда-то ел картошку в мундире, и горячая картошка ко всему подходит. Хоть с обычной килька откроешь там банку, или же с салом, или же еще какими-то салатами, там, заготовками, с икрой кабачковой. Ну, блин, я не знаю, вот действительно ко всему подходит эта картошка в мундире. И вот душа просит, хочется. И я сегодня решил вот так, скромно пообедать. Картошка в мундире и жареная рыба будет. Сейчас уже попил чай, в избушке тепло, хорошо. Есть вареная колбаса у меня. Но дождусь, пока вот это все приготовится, и уже будем обедать. Вот. По стрельбам, что я могу сказать? 2 вида патрона пристрелял. Первый патрон это СК, который пристрелял на 50 метров, все больше его на дальнее расстояние я даже и не пристреливаю. И второй патрон охотник 370С, ну, обычный патрон. Вот, его стрелял я на 100 метров, пристрелял. Но скажу вам, даже
раз 15, наверное, выстрелил. Пока я до ума довел. Не могу понять, куда прицеливаться. У меня как бы пристрелено на 50 метров оружие. А там уже на 100 метров надо уже рассчитать расстояние и высоту и все. Короче, что-то у меня сперва вниз пошло, потом вверх пошло. А оказывается, я чуть-чуть неправильно сам прицеливался. И вот, скажем, с охотника под яблочку 50 метров стреляю, а со 100 метров выше яблочко на 2 сантиметра. А я брал еще выше, там на 10 сантиметров, чтобы пуля вот хорошо прилетела. Нет, оказывается, патрон-то, блядь, он этот, хороший, крепкий, громкий такой. И большая скорость у него. И, в общем, 2 сантиметра, оказывается, вполне достаточно. Что-то давно я не стрелял. И с разных патронов лучше... Вот надо остановиться на каком-нибудь одном патроне. И все, постоянно его брать. И... А у меня вот такие СК еще, вот эту пачку достреляю. Потом уже придется перейти полностью на охотник. Потому что импортные очень дорогие. А наши недорогие, ну почти уже дорогие тоже. Но качество желает лучшего. К сожалению, у нас климовские патроны, ну так себе. Но до 100 метров. Дальше 100 уже все. Я не знаю, может кто-то и попадает. Лично я или глаз меня обманывает, или оружие. Что-то не очень хорошо попадаю. Стареет глаза, наверное. Руки начали дрожать. Раньше хорошо стрелял. На отлично. А сейчас все равно попадаю. Еще постреляем. Вот. Все, сейчас я готовлю. Сейчас уже буду жарить. Поставлю сковороду. Вот сюда. Жарим, парим. В общем, пусть жарится. Чуть-чуть приоткрою. Тулан тоже возле меня. Но ветер дует. Еще несколько дней такая погода ветреная будет. И принесет, думаю, тучи, дождь. Скорее бы пусть вода поднимется. Ну вот и картошка поспела. Так. Забыл озвучить. Картошка, знаете, еще картошка в мундире. Очень вкусная. С солеными грибами. Опа. Горячо. Печенье к чаю Марийка. Также сейчас с картошкой я съем колбасу с майонезом, а рыбу чуть позже. Сейчас пообедаю и, наверное, я собаку оставлю возле избы. Сам схожу на охоту. Ну, просто поброжу с ружьем, без собаки. Вот. Что? Пробуем. Горячо. Вот, пожалуйста, вам вот такой перекус, можно сказать, даже и обед. Закрою. Все греется на солнце. Ну и хлеб еще. Тулану тоже хлеб пока дал. Потом остатки рыбы ему все останется. Да, и он уже наелся, хлеба там осталось. Отдельно варить ничего не стану. Картошку могу дать, но он тоже картошку не ест. Совсем мало ест, во-первых, и очень, как это называется, привередливый или как. В общем, к пище кашу только с молоком можно там, или с консервами, с добавками мяса там, чтобы вкус был. Были у меня собаки, даешь обычную кашу на воде,
Или картошку в мундире ему отдельно варили собакам. Без проблем там ели и не капризничали. Вот, а Тулан уже другой. Ему хочется постоянно что-то вкусное. Вот. Ну, давайте попробую. И уже потом без съемки буду я есть. Вкусно. Даже соли не надо. Обалдеть. Давно уже так хотел в мундире сварить. Ребят, на охоте, между прочим, под полный котелок вы отвариваете картошку в мундире. Горячую картошку в мундире вы кушаете, остается полкастрюли, скажем. И эта полкастрюля очень удобно второй раз приготовить. Скажем, вы в сковороду налили там растительное масло или сливочное масло, почистили картошку и накрошили, и пожарили. Даже можно с корочкой. Или можно картошку напополам, мы обычно напополам режем и с двух сторон так до корочки жарим. Очень вкусно и быстро. Так что блюдо, конечно, картошка в мундире — это тема. Ну так. Ладно, давайте. Я ем глухиням. Встретимся на охоте. Не знаю, где-то рябчик есть или нету, посмотрим. Обалдеть. Ребят, я уже в лесу с новыми манками от подписчика. Такой шум в тайге, капец. Смотрите, ничего не слышно. Ни звук крыльев, ни свиста, ничего. То и бойся, чтоб на голову ничего не упало. Старица, где должна быть вода, вообще высохла. Короче, что-то тишина. Плавает все. Один угол проверил. Тишина. Ни одного взлета, ничего не было. Тут болото большое. Несколько стариц переходил. Тихо. Короче, сейчас пойду на Яголь. Там напрямик уже буду идти к избушке. Еще, может, куда-нибудь в другое место схожу. А когда здесь я ходил чуть раньше, собирал грибы, ну, смотрел грибы. Сбора, в принципе, не было, морожка собирал. Рябчики были. Может, куда-то перешли, чуть в сторону куда-то ушли. Ладно, не буду отвлекаться здесь, бесполезно. Вот и сосновый лес начинается. Такой подъем здесь крутой. Но зато сейчас будет идти легко. Сейчас ходил по сырым местам. Тут Ягель. Здорово. Вот сейчас кого я поймал. Это наш
Ёрш. Пузатый. Вон он. Пускаем. Подписчики говорят, чтобы я брал его. Смотрите, сколько мусора идет. Сейчас ветер такой сильный был. Я с охоты вернулся, чтобы порыбачить. Где-то с километр-полтора, наверное, я прошел по тайге, вообще ни одного рябчика не увидел. И решил порыбачить, может, вечером как бы ветер стихнет и еще с ружьем куда-нибудь сходить. Легко оделся, а тут прохладно, ребят, надо было бушлат одеть. Вот, в общем, я рыбачу, тут я поймал уже 3 окуня. Вот. Такие окушки, такой экземплярчик хороший. Там плотва, вон, елец тоже добротный такой, вот сейчас покажу. Вон он, хороший такой. Ну и 2 окуня еще там поменьше. Ну, один еще. Вот. Ну, примерно вот так. Так что, ну, почти на жарко я уже набрал. Сейчас еще посижу. Ну, очень много дергают эти, как сказать, червяка. Просто дернут и все. Крючок пустой. Если с прикормкой тут порыбачить, то можно наловить хоть пол-ведра рыбы, ребят. Я знаю, что здесь плотва есть, ельцы есть, и временами даже окунь попадает. Только надо с прикормкой и на опарыш рыбачить. Вот. А на червя только я ловлю крупных окуней. Ну, как сказать крупных? Ну, обычных окуней. Вот. А вот эта плотва дергает, блин, не успеваешь подчекать. Включился, чтобы вот это показать. Ребят, смотрите, сколько идет. Это все из деревьев выпало, сдуло ветром. Даже листвы минимум, а вот это, я не знаю, как это назвать, шелуха какая-то. Это от березы в основном идет. От березы и ивы. Вот по всей реке. Ну, вообще кормовая база сейчас для рыбы вообще великолепная. С деревьев идет. Мусор там. Они этим питаются. Много там мошкары, комары, все плывет. Рыба сейчас жирная станет. Да, и осенью всегда она жирная. Вот. Сейчас еще. Может, кого-то удастся поймать, и пойду обратно. Поднимусь. Сейчас ниже избы я нахожусь. Все, я у избушки. Такой улов. Еще 2 рыбы поймал, и все. Ерша отдам. Туда. С удовольствием съест. Чего-чего, но рыбу он любит. Вот. 2 плотвы поймал еще вот. А, нет, да, 2 плотвы. Получается 2 плотвы. И до этого я вам показывал. Ну, можно пожарить уже. Что не крупная, но тоже рыба. Вот. Полный штиль. Вот как резко все изменилось. Как бы солнце село и полный штиль стало. Вышел на вечернюю охоту. Ну так себе. Я уже не надеюсь ни на что. Так как уток вообще нету. Не летают. Целый день на улице и нигде ничего не слышно, чтоб стреляли. Во-первых, не стреляют, а во-вторых, нигде сама утка не пролетела. Сейчас иду еще вон туда.
В этой опушке леса еще посвящу и пойду обратно. Есть рябчик. Откликнулся один вот тут. Так что посмотрим. Один еще не спит. Надо где-то мне зайти в лес. Вон там один свистит. Где-то подальше. И тут один. Здесь сосновый лес. А там в основном ельник и березняк. Там я его не увижу. Так что давайте сходим вот сюда. Вряд ли надо, конечно. Просто тупо пойду, может взлетит. Ребят, взлетел. Вот здесь был, оказывается. Улетел, не выел. На сосне сидел вот тут. И в кадры не попал даже. Такие дела. Один был на высокой сосне. Дальше не вижу смысла идти. Он далеко улетел. Я ждал, знаете что? Пошел сюда, чтобы думал, что увижу. Обычно, когда ты идешь, рябчик взлетает и перелетает на другое дерево. Ты издалека, бывает, его замечаешь. Но сейчас они сытые, уже как бы активности вечером нету. Они готовятся к ночевке и просто сидят. Вон. Подпустил он. Вообще в упор, оказывается, был, но я его не увидел. Не получилось пока ничего. Шикарное болото. Тут гусей стреляют. Там озеро большое есть, я вам снимал. Вот так. Раньше каждое утро, каждый вечер, вечером и утром, ну, ночью на охоту на уток ходил. Сейчас нет, сейчас люблю спать. Да, и перелеты какие-то странные совсем. Зря, наверное, иду туда. Не знаю, что делать. 2 штуки. Один здесь пролетел, второй отсюда. И ориентир примерно я увидел, куда он сел. Сейчас подойду. Не знаю, самое главное не перепутать дерево. Чуть-чуть не успел, ребят. Ай, блин. Я дальше смотрел, а он, оказывается, тут хотел включить, он чуть-чуть дернулся и сел так классно. Блин, все. Дальше нам бесполезно, ребят. Честное слово. Оказывается, на этой сосне был. И я думал, за сосной еще где-то. Да. Не знаю, в кадр попал, нет, как он дернулся, улетел. Это шанс был, конечно. Второй где-то он туда улетел дальше. Да. Вечером тихие они. Утром они. Вон еще один взлетел. Сел. Сел. Увидел. Немножко завитком вроде как. Вроде попал. Перо летит. Так. Где-то он тут. Куда-то сюда он упал.
Не вижу, ребят. Так. А вот он. Вот он, ребят, нашел. Самочка. Отлично. Первый трофей. Ну вот, ребят, первая добыча этого сезона. Что я могу сказать? Птица совсем еще молодая. Вообще там, знаете, вот здесь вот тут перья длинные. Птица молодая еще, конечно. Но все равно сезон уже пора открывать. Давайте посмотрим, какое число. Я обычно 15 числа постоянно открываю сезон. Так. Сегодня 16 сентября. Самое то. Отлично. Ну что сказать. Нелегкая птица. Вот он, еще раз показываю. Нелегкая, это один, второй, третий раз увидел, но никак подойти не могу. Потом вот этот увидел, куда он сел. Первого упустил, а эту как бы еще, если один шаг сделал, может и сделал бы тоже ошибку. А я увидел, прям хорошо сидит, четко увидел. И удачный выстрел. Вижу, что мушка так шатает, упор нужен. Но когда твой трофей, он не улетает и не убегает. Так что она меня дождалась. Эта птица, самочка, рябчик. Разрядился аккумулятор. Ну, короче говоря, с добычей нас, с открытием осенней охоты на боровую птицу. Начнем с малого. Там как получится. Я уже развернулся. Туда бесполезно идти. Ну, скоро уже стемнеет. Я даже и фонарик не взял. Пройду, где вот первоначально говорил, что там рябчик сидит в ельнике. Там пройду. Да, и тропинка там самая хорошая. Здесь, если пройти, там больше времени потеряешь. Напрямик я лучше обойду. О, вон. Сел. Вижу. На земле был. Блядь. Неудобно как-то. Не вижу. Взлетел, улетел. Улетел и не понял куда. Прикинь, нежданчик. Я там прошел уже, а он взлетел с земли. Неожиданно как-то получилось и равновесие потерял. И потом из виду рябчика потерял. Улетел, блин, вообще в упор тоже был. Хорошая мишень. Ну, ничего не поделаешь. Чуть-чуть не успел. Не увидел, куда он улетел. Вот тут, короче, нашел этот негодный гнилую березу. Тут такие вот трубы, получается. Всю труху оттуда убираешь. Так вот. Вот, видите как? И сюда ставить капканы.
Это уже подготовка промысла капканами. Вот, 4 штуки. У меня тут недалеко капкан стоит. Туда отнесу, все в кучу. Но там уже потом узкие, пошире надо, конечно. Там тоже береза есть. Узкие. Не все годные, конечно. Но эти 4 нормально. Вот. Пускай будет 5. Что, ребята, все надо делать вовремя. Отнесу туда запас, пускай будет. Пилой тоже пройтись надо вообще, блядь, бурелом капитальный. Время 18 часов 36 минут. В общем, 7 час. Короче говоря, успел еще почистить рыбу. Сейчас уже там стемнело на улице. Вовремя пришел в избушку. Сейчас попробуем рыбу. Поужинаю и поеду уже обратно. Картошка там еще 3 штуки осталось. Это все отдам потом Тулану. Картошки не любит, конечно. Вот. Икру я уже съел. Вот. Окуни. С хлебом покушаем. Угу. Короче говоря, поход удался. Рыбу наловил. Достаточно. Здесь пожарил, домой увезу, там пару жарок еще будет. Из рябчика суп сварим. Ну вот. Ладно, попробуем, что у нас тут. Что за окунь. Рыба какая-то. Свежая рыба, она всегда вкусная. Считай, сегодня выловил. Словил я. Он уже в сковороде. Я его ем. Кто-то любит коптить окунь. Конечно же вкусно. И окунь еще уху вкусную делает. Обычно из окуня я уху варю. Вот. Ладно, ребят. Сейчас я съем рыбу. Здесь все уберу. И уже потом включусь. Тулан такой бульончик, картошка. Там остатки рыбы. Хлеб, вон, прят. Там прят. Еще картошка так и не съел. Чай. Немножко, может, даже и чуть-чуть горячо или нет. Ну все, изба, давай. До новых встреч. Мы поедем. Спасибо. Было тепло, хорошо. Здесь тоже все закрыл. Тулан пищит. Ну, нужно. Сидит он в багажнике до следующих походов. Да, сейчас поедем. Сейчас поедем. Надоело. Смотрите, сколько инея уже.
Не, ребят, вот инеем покрывается, а у меня голова выше. И я в прошлом видео говорил, что надо больше стекла. Нет, не надо. Вот здесь, пока я не закрыл, но здесь закрою, а вверх надо оставить. Потому что вот смотрите, как иней закрывается, и сейчас уже туман на улице образовывается. И, короче говоря, инеем стекло закрывает. Ну все, это еще вылить. Последняя посуда. В остальном все хорошо. Вот такой был поход, ребят. Загрузился, все вмещается. Рюкзак с икон там наглый. Опять насышь там. Все уже отсырело, смотрите как. Сырости очень много. Ну, уже темно. Так, там все закрыто. Лодку перевернул. Все, поехали. Ну, мы уже почти доехали. На улице тьма, звездное небо. Что еще сказать, ребята? Будем заканчивать сегодняшний фильм. Спасибо вам за ваши просмотры. Пока ехал, встретился с мотоциклом. Охотник поднимается в избушку, наверное, на утреннюю зорьку, на завтрашнюю. Вот, а мы едем уже домой. Как сможем, снова съездим куда-нибудь. Может в избушку, может еще куда. Так что ждите новые фильмы. Все, всем пока, до новых встреч.